Следующий вопрос, который мы будем ставить и над которым нам надо очень серьезно всем вместе поработать, это субвенции. Вы знаете, что с регионального уровня, то есть с республиканского уровня и с федерального уровня городу Якутску, равно как и другим муниципалитетам, переданы государственные полномочия. То есть сверху вниз переданы государственные полномочия, их более 40. Их более 40, значит, субвенции по ним из года в год уменьшаются. Субвенции по ним из года в год уменьшаются, то есть мы повторяем еще раз. Например, на содержание собак, если в самом начале было предусмотрено 12 миллионов рублей, то сейчас на 2019 год это составило 5,7 миллионов рублей, то есть вы видите это уменьшение почти в 2 раза. Значит, на следующий год нам 1 700 000 добавили, но это не решает глобальную задачу, которая будет поставлена с 1 января 2020 года. На ближайшей сессии данный вопрос рассмотрен не будет, в связи с тем, что у нас имеется, значит, заключение прокуратуры города Якутска, и оно обоснованное, и мы его принимаем, и оно правильное, в котором говорится о том, что до тех пор, пока в республике не приняты соответствующие постановления правительства, мер, значит, причин для прокурорского реагирования нет. Так? В данный момент 2 этих постановления находятся на согласовании в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Так, Гена Олеговна? Значит, наша задача сегодня до конца дня это постановление изучить, выпустить от нас, чтобы мы с вами не стали причиной задержки подписания постановления правительства. И как только это постановление правительства будет подписано и обязанности муниципалитетов будут прописаны, соответственно, у прокуратуры появляется возможность проанализировать принятый документ с учетом тех финансовых обязательств, которые будут ложиться на муниципалитет, в данном случае город Якутск. Вот такая последовательность. То есть мы вернемся к тому вопросу, о котором я говорю, об обращении с безнадзорными животными, после того, как будут подписаны указанные постановления. На сегодняшний день, значит, комиссией, рабочей группой, которая создана на уровне правительства, предлагается пункт передержки животных оформить как приют. Но так не пойдет, потому что существующий ППЖ, он никак не подходит под приют. Начнем с того, что там у нас всего сколько? 120 мест или 150? 120 мест и на собак, и на кошек. Так? Тогда как пункт передержки животных – это совершенно другое учреждение, другое место, где, в принципе, вы же знаете, схема сейчас будет обращения какая? Это отлов, значит, стерилизация, вакцинация и выпуск в естественную среду обитания. Между стерилизацией, вакцинацией и выпуском должно пройти минимум 10 дней, если это собака с хорошим иммунитетом. Поэтому повторюсь еще раз, значит, тут гадалки не ходи, муниципалитет не справится с поставленной задачей, переданными сверху полномочиями на существующие деньги, даже с учетом увеличения. Расчетная цена на 2020 год сколько? 230 миллионов вы посчитали, да? 230 миллионов расчетная цена на отлов скольки животных вы посчитали? Всего 4500 вы посчитали, и то получилось 230 миллионов. Тогда как у нас безнадзорных животных в городе Якутске более 10 тысяч. Более 10 тысяч. Поэтому ни 7 тысяч, ни 8 тысяч, ой, ни 7 тысяч, ни 8 миллионов, ни 10 миллионов эту проблему не решат. Таким образом, мы к этому разговору еще вернемся.